Найбольшая колькасць злачынстваў за мінулы тыдзень зафіксавана па лініі крымінальнага вышуку – 62. Што называецца, па гарачых слядах на працягу сутак раскрыта 37. 5 з ліку здзейсненых раней. Затрымана 5 подозренных особ. Продолжается работа по деалкоголизации населения. За истекший период обнаружено и уничтожено 4 стационарных самогонных аппарата, изъято более 50 литров самогона, уничтожено около 700 литров самогонной браги. Также из оборота изъято более 1000 литров фальсифицированной спиртосодержащей жидкости. В отношении 25 лиц, злоупотребляющих алкоголем, судом принято решение об их изоляции в условиях ЛТП. В отношении 3 лиц принято решение об ограничении в дееспособности. 2 дорожно-транспортных здарэнні адбыліся на мінулым тыдні на тэрыторыі вобласці, у якіх 2 чалавекі атрымалі раненні рознай ступені цяжкасці. Первое ДТП произошло в результате наезда на пешехода. Второе дорожно-транспортное происшествие произошло по причине попутного столкновения. Жаркие погодные условия, они негативно сказываются на дорожной безопасности. Если наши уважаемые водители, пешеходы чувствуют себя, скажем так, усталыми, да, либо у кого-то давление поднялось, либо их физическое состояние не позволяет сесть за руль, то, пожалуйста, в этих случаях лучше не управлять транспортным средством и не находиться вблизи проезжей части, либо вдоль проезжей части. Ва ўзмоцненым варыянце будуць несці службу супрацоўнікі дарожнай міліцыі на дзень вялікай перамогі 9 мая. З 7 до 13 гадзін у гэты дзень будзе часткова перакрыты аўтамабільны рух на некаторых вуліцах Брэста. Будет закрыто движение всех транспортных средств по улице Зубачева. От улицы Ленина до главного входа в мемориальный комплекс «Брестская крепость-Герой». Также в вечернее время понятно, что все дороги, которые ведут к Брестской крепости, будут перекрыты с целью, естественно, избежания дорожно-транспортных происшествий. За мінулы тыдзень супрацоўнікамі брэсцкай мытні выяўлена 93 адміністрацыйных правапарушэння на мяжы. У 58 выпадках грамадзяне прыцягнуты да адказнасці за недэклараванне тавараў. В республиканском пункте таможенного оформления Домачева в ходе досмотра автомобиля BMW, который следовал использовать на въезд в Республику Беларусь, у 37-летнего пассажира транспортного средства обнаружено свыше 12 тысяч евро, более 3000 долларов США. Вся сумма подлежит обязательному таможенному декларированию. Превышавшая установленный эквивалент 4500 евро, 3000 долларов США и свыше 70 тысяч сербских динаров изъяты таможней до решения суда.